Կուզունեմ զոկունդատա գորգան նրթակ կայի սարտգուն ուլավտը, ացը էմղոդը evzar ժտիմեն բալինը մեսսա ցարդոգուն ֆորստիմը բոս պրոբլեմատա կոմպետենտուն ուրգանտն ֆազոդ մխացականն ու պարլամենտարի թխաս։ Վադակուց սավացը կուստամե ծովարու զոկունդատա գորգան կուխտարեկանաճի պոզիցի։ Պարլամենտը սարդար թատատալան խացակта сорастат солдар возрожден форстефадл. Каникулы для парламента это не означает, что парламентарии отдыхают. Каникулы для парламента это означает встречи с избирателями. Это решение проблем избирателей, которые накопились вот за этот год. И некоторые избиратели, конечно, не могут решать эти проблемы в рамках парламента. И депутаты, парламентарии совместно с исполнительной властью стараются вот за это время встречаться и с избирателями. Еще, наверное, работать с исполнительной властью, чтобы те проблемы, которые есть на сегодняшний день у нас в Республике Южная Осетия, они доходили до исполнительной власти, и по мере возможности исполнительная власть реагировала вот на эти просьбы, пожелания наших избирателей. Так что парламентарии, несмотря на то, что объявлены каникулы в парламенте, я надеюсь, что все парламентарии проводят встречи со своими избирателями и отмечают себе, какие проблемы конкретно в каждом районе нашей республики, в каждом районе нашего города. И уже по итогам вот этих встреч с избирателями будут приглашения исполнительной власти и в целом будут выноситься и на сессии парламента. Некоторые парламентарии, несмотря на каникулы, они каждый день, можно так сказать, на рабочих местах. Я сам каждый день на рабочем месте. Я тоже провожу встречи с избирателями. У меня и на эту неделю намечены в нашей фракции встречи по районам города, также и по районам республики. Так что эта работа парламентская не прекращается. У нас идут тут встречи с депутатами. Каждый подходит со своими проблемами, и по мере возможности вот эти проблемы, которые выясняются во время встреч с избирателями, мы стараемся здесь решать. Դունի բաստատը ադամտը ցարդոգը մակուստ կոմձինոդ մստր կորեկտիվատը ցկոտակ բախաստավեյու կորոնավիրուսը պանդեմիա բարախատ աբոնունգդար ախաս բարձը ացը պրոբլեմաներ բինունեկ արանտախկատ կոլեմբեզինա տավզարենքանը ադամեն ացը պոլիտիկա կադիմիա գդասինոդը նսոնան ուախցա ու ատարամ նիմ բաստակ դերդեգե իումիա գմբորկա ախաստնայ թատտատը ալան ացը կոտտաջը акцент սվերտանա փածախադը կուխտորիա գադարաս принципиалун цастенгасл. Оценить сегодняшнюю ситуацию очень сложно, и ситуацию вообще в мире на сегодняшний день оценивать очень сложно, потому что мы свидетели тому, что в мире вот именно ограничительные мероприятия по коронавирусу, они есть в ряде государств. Можно так сказать, что все меры, которые на сегодняшний день принимаются руководством нашей республики, они действенны в том плане, что на сегодняшний день наша республика является, наверное, единственным государством, где нет коронавируса, и нельзя это списывать на что-то иное, кроме как на те меры, которые предпринимаются руководством нашей республики. Ну, конечно же, определенное неудобство испытывают наши граждане. Это и по пересечению границы, по въезду в Республику Южная Осетия. Мы все знаем, что у нас действует двухнедельный карантин по возвращению в республику. Я думаю, что ценнее и важнее жизни наших сограждан в мире нет. И даже одна человеческая жизнь стоит тех неудобств, которые есть на сегодняшний день. И никто не застрахован, и даже ведущие страны мира, у которых уровень медицины там на порядке выше, чем в Южной Осетии, они тоже не справлялись с наплывом вот этой болезни. И я скажу, что Южная Осетия на сегодняшний день, именно вот если посмотреть там жизнь обычных граждан, да, мы должны понимать и помнить, что если у нас, не дай бог, появится этот вирус уже в черте города, в черте республики, не за карантинными мероприятиями,
то этот привычный уклад жизни резко поменяется. Резко поменяется в том плане, что каждый человек уже будет думать, прежде чем лишний раз выйти в город, лишний раз пойти, с кем-то встречаться, делать какие-то дела. И более того, я скажу, что если даже вот эта болезнь, не дай Бог, еще раз повторюсь, проникнет в Южную Осетию, уже будет под вопросом начала учебного года. Потому что, я еще раз повторюсь, жизнь каждого человека мы должны беречь, и тем более наших детей. И не только учебный период, но и мы все помним, когда первые больные появились в Северной Осетии, в каком режиме и порядке наши соотечественники тогда вот восприняли тот ажиотаж. Уже каждый может по себе судить, что человеку не хотелось лишний раз именно подходить в те места, где было массовое скопление людей, были запрещены массовые мероприятия, закрыты школы, значит, школы были переведены на дистанционное обучение, и мы знаем, что ведущие, можно так сказать, специалисты по обучению, по образованию, они категорически против дистанционного обучения. И мы сами вместе с тем понимаем, что контакт учителя с учеником дает намного больше результата, чем любое дистанционное образование. И я думаю, что вот эти карантинные меры, которые на сегодняшний день предпринимаются руководством республики, именно благодаря вот этим мерам у нас на сегодняшний день жизнь продолжается в обычном русле, без каких-либо ограничений, без ношения масок там. И я уверен, что новый учебный год мы начнем именно как в предыдущие годы, и с линейками, и с первоклассниками, и с учителями, с учениками, без всяких ограничений. Так что я думаю, что нам надо немножко потерпеть, перетерпеть. Тем более мы знаем, что в России выпущена уже вакцина против этого коронавируса. И зная стремление и видение проблем нашего руководства нашей республики, я уверен, что эта вакцина в скором времени, в ближайшее время поступит и в Южную Осетию. В первую очередь, конечно же, будут вакцинироваться медработники, работники образования, и уже и в то же время, наверное, будут вакцинироваться люди, которые попадают под зону риска в связи с хроническими заболеваниями, которые у них есть, и которые дают осложнения именно при заболевании COVID-19. Так что нам надо немножко переждать. Конечно же, определенные неудобства есть и в плане поставок продуктов, но мы знаем на сегодняшний день, что работа над этим идет. Была встреча представителей руководства республики с представителями таможенных органов Северо-Кавказского региона. Есть договоренность, есть наработки, по этим всем договоренностям идет работа планомерная. Президент нашей республики, конечно же, в курсе всех этих проблем и работает с нашими российскими коллегами. И я думаю, что вот эта проблема с пересечением нашей таможни тоже в ближайшее время будет решена. Тот негатив, который именно по пересечению таможни и по карантинным мероприятиям есть у нас в Южной Осетии, есть, наверное, большей частью в социальных сетях это все выражается. Но если проанализировать вот эти социальные сети, в основном вот носители этого негатива это фейковые личности, которых никто не знает, и не факт еще, что они являются гражданами Республики Южная Осетия, жителями Республики Южная Осетия, а не сопредельного нашего государства, который на протяжении уже веков всеми силами старается, чтобы дестабилизировать обстановку в Республике Южная Осетия. Законодателя органան якունկումը խասու սարխ կանն խիցադը դալբարով ադմինիստրատամա վիդանսվատը կստղադան։ Իմյակ խղդուն դագլատ կացը խաստերցայ պարլամենտարի տխուստարտմա әрվելաս ձուրակ վայ ուդունասա կստը ծուղցինատ տաման տստետել։ Կուձունամ ռաջը խիցադը կստան պարլամենտարի տվլ դարբերց խալաստը էվարդրցը դրաստան բիսնեսոն։ Фалаваттария алвос сывзар тывар қодета. Весенняя сессия была более чем
насыщенной в плане тех процессов, которые у нас есть в республике. Отдельно хочется затронуть тему отчета правительства. Я не скажу, и все, наверное, знают, что в мире нет государства, где правительство идеально. В любом правительстве есть свои минусы и есть свои плюсы. Но вместе с тем мы должны уже трезво понимать, все граждане республики, в том числе и депутатский корпус, что любая работа правительства зависит от тех финансовых возможностей, которые есть на сегодняшний день у нас в республике. По моему личному мнению и по мнению ряда депутатов, конечно же, именно по тем финансовым возможностям, которые есть у нас на сегодняшний день в республике, правительство поработало удовлетворительно, так как есть, конечно же, предложения и требования ряда депутатов, но эти предложения и требования, хоть и они обоснованы чем-то, но я скажу, что если человек что-то предлагает, он должен вместе с этим предложить и пути решения данной проблемы. Мы на сегодняшний день видим, что предложений очень много, требований очень много, но ни один из этих людей не может нам на сегодняшний день сказать, как вот эти требования и предложения воплотить, реализовать, не имея каких-то финансовых возможностей, которые требуют именно решения данных проблем. Так что, исходя из тех финансовых средств и того бюджета, который есть у нас в республике, я думаю, что правительство делает все от него зависящее и на сегодняшний день, чтобы благосостояние и жизнь наших сограждан, граждан Республики Южная Осетия улучшалась. Этому мы свидетели, что вот и даже за этот год, за который отчитывалось правительство, было повышение выплат, было повышение зарплат, выплат и пенсии. И так что я не вижу именно предпосылок к тому, даже не вижу вот никакой формулировки к тому, чтобы поставить на сегодняшний день нашему правительству Республики Южная Осетия неудовлетворительную оценку. Павел Сергеевич, вот недавно парламенту удалось принять долгожданный закон о государственном и гражданской службе РИО. Важность его не вызывает сомнений. Что бы вы могли добавить к парламентскому вердикту по этому вопросу? Парламент внес в этот закон свои поправки. Вы это знаете. Значит, этот закон очень долго разрабатывался. И я еще раз повторю, что усилиями руководства нашей республики, президента нашей республики, этот долгожданный закон, который ждали очень много наших соотечественников, он наконец-то принят в парламенте, подписан президентом и направлен в соответствующие структуры Российской Федерации. Этот закон касается государственных служащих, под этот закон попадает более 2000 человек. Это и, конечно же, увеличение заработной платы данной категории граждан, все социальные выплаты, все социальные обязательства перед этими гражданами, которые будут проходить государственную службу. Но вместе с тем я подчеркну, что очень большая ответственность ложится именно на гражданских служащих в связи с этим законом. Это не только, можно так сказать, привилегии какие-то, но и большая обязанность, и большие, можно так сказать, значит, большие требования будут, более жесткие требования именно гражданским служащим. Так что я бы, наверное, не ставил все в одно русло, там, в повышении заработной платы, там, социальной защиты, но вместе с тем, конечно же, и больше требовательности к государственным служащим. Каждый государственный служащий уже должен представлять и декларацию о доходах, и о недвижимости, и все сопутствующие именно требования, которые прописаны в данном законе. Со своей стороны парламент внес поправку в данный закон, что лица, которые пересекают границу Республики Южная Осетия в южном направлении, без постановления правительства Республики Южная Осетия, то есть не в связи с
экстренной медицинской помощью, а через другие пропускные пункты они не будут допускаться к государственной гражданской службе. Вот эту поправку внес парламент, и весь парламент, весь депутатский корпус поддержал данную инициативу, и вот этот закон принят вот с такими поправками. Коронавирусная инфекция, по сути, ограничила межпарламентскую деятельность и в какой-то мере перевела ее в виртуальную плоскость. Тем не менее, работа в этом направлении велась, и определенные результаты будут достигнуты. Довольны ли вы лично этим направлением парламентской деятельности? Этот коронавирус внес свои коррективы не только в работу парламента Республики Южная Осетия, но и в работу парламентов тех государств, с которыми мы должны были проработать очень важный для нас вопрос. Это в первую очередь касается, мы знаем, что в этом году Южная Осетия отмечает геноцид астинского народа. У нас было запланировано очень много мероприятий с Государственной Думой, с Советом Федерации. Мы знаем, что в Государственной Думе создана комиссия именно по признанию геноцида астинского народа 1920 года. И одна встреча прошла у нас в Москве с этой комиссией. Там мы обговорили все те темы, которые мы планировали на этот год в плане освещения, в плане работы над данным документом. Значит, эта комиссия должна была провести одно заседание у нас в Северной Осетии с привлечением экспертов и историков юго-астинских, также северо-астинских и российских. Еще одно заседание должно было пройти в Москве, и одно заседание должно было пройти в Южной Осетии, здесь у нас в Цхинвале. Мы должны были обменяться всеми теми материалами, которые есть у той комиссии, которые они нашли в архивах Российской Федерации. Мы должны были им предоставить все материалы, которые есть у нас, но, к сожалению, вот в связи вот с этими мероприятиями, те встречи, которые должны были пройти в Северной Осетии и в Южной Осетии, они не прошли, но мы постоянно на связи с данной комиссией. Любые вопросы, которые возникают у российской стороны или у юго-астинской стороны, они решаются посредством связи, личных контактов. Так что я бы сказал, что в этом плане нам пока предстоит сделать очень много, и я уверен, что успокоится этот накал, и мы вернемся к этой работе, и будет дана однозначная оценка действиям правительства Грузии в отношении осетин 2020 года. И более того, я уверен, что Государственная Дума, учитывая все те материалы, которые есть и у комиссии Российской Федерации, и у нас, с юго-астинской стороны, Государственная Дума примет правильное решение и признает геноцид астинского народа. Несмотря на каникулярный режим, уже сейчас строится план на будущее. Будут внесены коррекции и в работу парламента. В чем, на ваш взгляд, она должна проявиться? Я скажу, что первостепенная задача парламента – это работа над законами, законодательными актами и работа в плане исполнения законов в Республике Южная Осетия. Парламент будет проводить свою работу в том же русле, именно в русле совершенствования законодательной базы Республики Южная Осетия, внесения изменений в некоторые законодательные акты Республики Южная Осетия. Мы вместе с тем знаем, что некоторые законы и подзаконные акты, они в принципе противоречат друг другу. Мы должны сделать все, чтобы именно в законодательном и законотворческом плане в республике никаких претензий не было. И парламентский корпус, парламент Республики Южная Осетия будет именно работать в этом плане, чтобы приводить наше законодательство к международным нормам, и в том числе и действует комиссия при президенте по совершенствованию Конституции, и парламентский корпус тоже активно участвует в работе этой комиссии, и, наверное, нам, парламентариям, удастся привести и наши конституционные нормы, и законодательство нашей республики в то русло, которое требуется на сегодняшний день для того, чтобы
максимально сделать благоприятным именно жизнь нашей республики и для наших сограждан, чтобы законы именно работали на граждан нашей республики, и каждый гражданин мог четко понимать толкование того или иного закона. Также мы будем работать, конечно же, и над исполнением тех законов, которые есть на сегодняшний день у нас в республике. В этом плане у нас тоже есть видение. Конечно же, парламент не будет оставаться в стороне от тех проблем, которые есть у населения республики нашей. Так что мы будем добиваться, чтобы те законы, которые действуют на территории Республики Южная Осетия, они исполнялись всеми безукоснительно. Невзирая там на чины, должности, каждый человек равен перед законом, и каждый человек должен исполнять те законы, которые прописаны в Конституции и в основных законах нашей республики.